Добрый день, дорогие телезрители! А с вами, как всегда, Лада Матвеева и, конечно же, передача «Достояние». Сотрудники Главного управления МЧС России по Чувашской республике в городе Канаш каждый день, ступая на дежурство, рискуют своей жизнью, оказывая помощь тем, кто в этом нуждается. Огнеборец – одна из тех профессий, которая, начиная с ранних лет, вызывает уважение и почтение. О ложных вызовах, боевых крещениях, суевериях, страхах и спасениях людей расскажет пожарный 15-й части нашего города Иванов Никита Станиславович. Никит, привет! Нашу беседу я бы хотела начать с пословицы «Тяжело в учении, легко в бою». Как ты к ней относишься? Ты согласен? Привет. Думаю, да, но не всегда. Бывает то, что в учении гораздо легче, чем в бою. Угу. А как ты вообще решил стать спасателем? Была ли данная профессия мечтой детства? Честно говоря, я задумывался об этой профессии еще в школьное время. Когда я сказал своим родителям, они отнеслись с небольшой опаской, но поддержали меня. Мне всегда нравились люди, у которых написано в форме МЧС России. Меня привлекало это, и я мечтал стать пожарным. Никит, а расскажи о боевом крещении. Что вообще из себя представляет данная процедура? Боевое крещение можно разделить на две части. Это непосредственно первый пожар, либо посвящение в пожарные. Первый пожар у меня был на моих самых первых сутках, как я только заступил на работу. Там я понял, что не могу совершать ошибок, так как они могут стоить человеческих жизней. Посвящение в пожарные, то есть ритуал заключается в том, чтобы облить нового пожарного молодого водой из рукава после пожара. Очень интересно. Слушай, а что ты испытывал во время первого пожара? Какие были эмоции, ощущения? Было ли страшно? Если честно, было немного некомфортно, немного страшно. Я видел, как все очень быстро делают свою работу, главное, слаженно все это делают. Но ты не передумал? Нет, я только больше захотел влиться в караул, стать частью большой системы МЧС России. А каковы самые распространенные причины пожаров у нас в городе? Это детская шалость, неосторожное обращение с огнем, неправильная эксплуатация электроприборов, бытовых приборов. А когда вы выезжаете на вызов, вы прежде всего нацелены на спасение людей или на то, чтобы потушить здание? Первоначальная задача – это спасение людей, а далее локализация и ликвидация пожара. А бывали ли такие случаи, что, к сожалению, вам не удавалось спасти людей? Именно за мой опыт работы такого не случалось. Но это радует. Никит, а бывают ли у вас ложные вызовы? Да, бывают, но встречаются они довольно редко. Обычно в местах большого скопления людей из-за ложного включения сигнализации. Угу. Смотри, я знаю, что пожар можно тушить пеной, газом, водой. А от чего зависит данный выбор? Выбор и средства для пожаротушения зависит от многих факторов, начиная от класса пожара и вида горючих материалов. А чем вы чаще всего тушите? Водой и пеной. Считается, что пожарный должен обладать крепким здоровьем, хорошей физической формой, устойчивой психикой. А как ты считаешь, какими качествами должен обладать пожарный? Я думаю, это самое главное – самоконтроль и выдержка. Из личных качеств могу отделить отвагу, желание помогать людям, взаимовыручка и помощь. А как ты закаляешь в себе эти качества? Это физические тренировки, новые начинания какие-то и взятие на себя разной степени ответственности. Что ты считаешь залогом успешной работы пожарных? Это тренировки, задача нормативов и своевременное правильное принятие решений.
А как часто у вас проходит сдача нормативов? Довольно часто. Кроме того, каждые сутки мы тренируемся как индивидуально, так и покараульно. Также это теоретическая подготовка. То есть каждые сутки мы физически и психологически подготавливаем себя к работе. Никит, а проходят ли у вас какие-то экскурсии для школьников и студентов пожарной части? Да, проходит довольно часто. Вот, например, сегодня ученики 6-й школы проходят экскурсию. Пойдемте посмотрим. Ребят, всем привет. Как вас зовут? Меня зовут Маша. Меня Усман. Меня Лада, очень приятно. А что вы тут делаете? Мы готовимся к республиканскому слету. А чему научились? Мы научились надевать противогазы, а также защитную форму. Но больше всего нам понравилось вязать узлы. А вы можете продемонстрировать? Да, конечно. Очень круто. Желаю вам удачи на слете. Спасибо. А как вы общаетесь в горящем здании? Ведь там очень шумно. Может быть, у вас есть какие-то рации или другие средства связи? Да, для поддержания связи мы используем рации, потому что действительно во время пожара очень шумно, и обычную речь в пределах 10 метров уже не слышно. Угу. А сколько человек работает в команде и кто за что отвечает? Обычно в боевом отделении находится 3-4 человека. Это водитель и пожарные. И каждый отвечает за свою работу. А уступают ли вам на дорогах во время движения? Да, по правилам дорожного движения при исследовании к месту вызова с включенными маячками нам обязаны пропускать дорогу, но бывает, что водители этого не делают. Никит, расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, что из себя представляет костюм пожарного. Какую температуру он выдерживает? Боевая одежда пожарного выдерживает температуру до 800 градусов и воздействие открытого пламени с температурой до 1200 градусов. Расскажи, пожалуйста, об этом здании. Что это такое? Это учебная башня. На ней мы практикуемся, как залезать через балконы, оконные проемы на этаже, все выше и выше. А проходит ли тут сдача нормативов? Да, проходит. А какие суеверия, приметы у вас есть на службе? На самом деле пожарные очень суеверные люди. Например, такие есть суеверия, как нельзя протирать маячки на пожарных машинах во время дежурства. Также нельзя получать новую форму перед дежурством. То есть, если ты ее получил за дежурство, ты наденешь ее несколько раз. Угу. Интересно. А расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям, как уберечь себя от пожара? Прежде всего, надо следовать правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. А в случае ЧП незамедлительно звонить в пожарную охрану. Никит, и в завершении нашего разговора хочу тебя спросить, что бы ты пожелал будущим пожарным? Прежде всего, понять, ваша ли это профессия или нет, быть готовым к высоким физическим нагрузкам, риску для жизни, а также желаю успеха и правильного выбора. Спасибо большое тебе за интервью, за то, что ты нашел время и рассказал нам о профессии пожарного и о пожарной части в целом. Спасибо тебе, было очень приятно пообщаться. Профессия пожарного – одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить по выдвижной лестнице, надевать противогазы, бегать, прыгать, таскать тяжести. Но самое трудное – рискнуть своей жизнью ради других людей. Спасти и помочь. Именно такая цель стоит перед пожарными каждый день. Помните,
что пожар легче предупредить, чем потушить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой. С вами была Лада Матвеева и передача «Достояние». Увидимся в следующем выпуске.